Люди, которые говорят за вашей спиной, не осознают грядущей победы. Твоя вера в меня – твое секретное оружие. Не все поддержат ваш путь, но это не значит, что им все равно. Это значит, что они знают, что вы способны на гораздо большее, чем то, что намеревались сделать. Откройте глаза на более широкую картину. Месть только портит ситуацию, и он единственный, кто ее празднует. Не позволяйте ему победить. Не каждому дано понять тебя, и это нормально. Ваше чудо не за горами, так что не волнуйтесь, с вами скоро произойдет что-то невероятное, и с вашей семьей все будет в порядке. Поделитесь этим с 3 людьми, чтобы получить благословение. Господь приготовил для вас сюрприз. Даже когда кажется, что ничего не изменится, вы можете добиться великих результатов. Но приверженность является ключом к успеху. Доверьте мне свои планы, и я воплощу их в лучшую сторону в вашей жизни. Лучше иметь одного духовного друга, который будет вести вас к Богу, чем 1000 мирских друзей. Все, что складывается в вашей жизни, служит вашему высшему благополучию. Будьте благодарны за то, что не получилось, вы заслуживаете гораздо большего. Введите 222, чтобы потребовать это. В трудные дни мне хочется больше тебя утешать. Оставьте мне немного места, поскольку я вижу трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Не бойся, потому что твой Отец рад дать тебе царство. Ищите прощения и знайте, что вы прощены. Вы преодолеете проблемы в своем уме. Дышите, молитесь и будьте терпеливы. Все будет хорошо. Большие перемены уже на подходе. Введите 111, чтобы потребовать это. Ты победитель, чемпион и мой сын, созданный по моему образу. Не сдавайтесь, продолжайте двигаться вперед вместе. Я верю в тебя, ты прощен и не надо стыдиться. Давайте смотреть вперед вместе. Я здесь ради тебя и никуда не уйду. Не позволяйте негативным мыслям заполонить ваш разум. Еще есть время, чтобы изменить. Ты в порядке. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз разговаривали. Поделитесь со мной своими чувствами, я здесь для вас. Этот мир не место отдыха. Ваше наследие находится на небесах, где вы обретите истинный покой. Каждому приходится сражаться, так что давайте подбадривать друг друга. Жизнь слишком коротка, чтобы разрушать других. Живите настоящим, ведь завтра будут свои заботы. Каждый день – это благословение, отдавайте, не ожидая отдачи. Помните, у всех нас есть свои недостатки. Если Бог на вашей стороне, кто может быть против вас? Не беспокойтесь о завтрашнем дне, у него свои проблемы. Они верят в невозможное с верой, маленькой, как горчичное зерно. Сохраняйте спокойствие и покой в своей постели, и ваша вера свернет горы. Сохраняйте душевное спокойствие и сосредоточьтесь на интересной работе, чтобы совершенствовать свои таланты. Избегайте использования обидных слов. Они могут испортить отношения. Учитывайте мнение других и отпустите сомнения и иллюзии.
Поделитесь этим видео с 3 людьми, чтобы поделиться мудростью. Исцеляющая сила Иисуса сойдет на вас в этом новом месяце. Помолитесь этой мощной исцеляющей молитвой сейчас. Небесный Отец, я прихожу к Тебе в молитве, ища Твое божественное исцеляющее прикосновение от всех недугов, поражающих мое тело. Смиренно прошу у Тебя прощения, зная, что не всегда жил по Твоей воле. Я молюсь, чтобы Ты достиг каждой части моего существа, от макушки до подошв моих ног, наполняя свою чудесную целебную силу. А Господь, исследуй каждый уголок моего тела, от глубокого мозга моих костей до самой поверхности моей плоти. Проговори свои слова исцеления в мое тело в этот самый момент, рассеяв все следы возраста, хронических заболеваний, инфекционных недугов, беспокойства, депрессии и стресса. Ты помазываешь не только мое тело, но и мой разум, душу и дух, ибо я нахожу силу и руководство в Твоем святом слове. Псалом 107, стихи с 19 по 20, заявляет, что, когда мы взываем к Тебе во времена скорби, Ты избавляешь нас от скорби. Ты посылаешь свое слово, приносящее исцеление и спасение из объятий могилы. Я умоляю Тебя, Господь, освободить меня от власти всех болезней и сделать меня целостным. Вы доверили своим ангелам присматривать за мной, направляя меня по путям жизни, где изобилуют исцеление и здоровье. Иисус понес мои слабости и болезни, освободив меня от власти болезней. Твоя божественная жизнь течет через меня, принося исцеление каждой клеточке моего существа. Я искуплен от проклятий болезней, потому что Христос понес их на кресте. Кровь Иисуса течет через каждую клетку, восстанавливая жизнь и здоровье. Все болезни и аномальные клетки искоренены из моего тела, заменены клетками, усовершенствованными Твоим Духом. Я твердо верю, что благодаря ранам Господа нашего Иисуса я исцелился и буду продолжать ходить верой, а не видением, пока не стану свидетелем Твоего спасения. Я придерживаюсь Вашего обещания в Иеремии 33:6, веря, что Вы принесете здоровье и исцеление, открывая изобилие мира и истины. Пусть мое здоровье процветает, исцеляя все мои болезни, чтобы сделать меня здоровым во имя Иисуса. Властью Всевышнего Бога я повелеваю искоренить все формы болезней из моего тела. Он устраняет агонию болезни и дарует полное возрождение и восстановление, восстанавливая все, что было повреждено, потому что я знаю, что для моего Бога нет ничего невозможного. Словом Божьим и кровью Вечного Завета я постановляю полное избавление и выздоровление от всех симптомов болезни. Я молюсь, чтобы все, что я потерял из-за врага, было восстановлено во имя Иисуса, как обещает Аввакум 1:17, с избавлением, святостью и возвращением имущества. На горе Сион сними все бремя болезней и боли, заменив их радостью и миром в моем сердце и душе. Устрани все болезни и инфекции из моего тела своим божественным вмешательством, как провозглашает Иаков 5:15. Пусть молитва веры спасет больных, поднимет их и простит их грехи. Помилуй меня, Господи, и дай мне силы в теле, разуме, душе и духе во имя Иисуса. Золото. Аминь. Бог говорит: будьте осторожны,
потому что грех никогда не покажется чем-то отталкивающим. Часто это будет казаться привлекательным и приятным. Молитесь мне и ищите моей помощи в преодолении греха, и я помогу вам раскрыть его и освободить от него. Я люблю тебя, и если ты поверишь в Бога, я прошу тебя, дорогой Небесный Отец, пожалуйста, облегчи мои тревоги и помоги мне преодолеть их. Напомни мне превратить каждое беспокойство в молитву и передать тебе контроль над своей жизнью. Помоги мне обрести душевное спокойствие, даже когда я не могу его ощутить. Я доверяю тебе свое будущее, поэтому сегодня я отпускаю это. Господь, я предлагаю тебе все, что я не могу контролировать, и молюсь, чтобы я мог найти покой, зная, что ты всегда на моей стороне, во имя Иисуса. Аминь. Господь знает, что это время года принесло в вашу жизнь больше дождя, чем солнечного света, и вы, возможно, задаетесь вопросом, почему это было так сложно. Бог признает ваши чувства подавленности и пренебрежения. Но помните, что рост не происходит при постоянном солнечном свете. Каждое время года имеет свою важность, и Бог создает что-то прекрасное через все это. Продолжайте доверять Ему. В сегодняшней молитве, дорогой Боже, готовясь ко сну, мы молимся о защите наших душ всю ночь и о руководстве в утреннем свете. Вы понимаете наши заботы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, поэтому мы доверяем вам свое бремя. Даруй нам силы преодолеть предстоящие трудности. Спасибо, что услышали наши молитвы во имя Иисуса. Аминь. Если Бог заставляет вас ждать, то это потому, что Он намерен показать вам что-то значительное. Вы почувствуете влияние Бога во всех аспектах своей жизни, когда отдадите все в Его руки. Иисус призывает нас просить, искать и стучать, потому что ищущие найдут, а стучащим двери откроются. Матфея 7:7-8. Аминь. И если вы согласны, взывайте к Иисусу с этой мощной молитвой о защите, и Он заблокирует зло из вашей жизни в этом месяце. Небесный Отец, я прихожу к Тебе в молитве, ища Твой божественный щит, защищающий от всех форм зла. В Ефесянам 6:16 написано, что мы должны во всех обстоятельствах брать щит веры, щит, которым мы можем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Смиренно прошу вас предоставить мне все необходимое, чтобы защититься от замыслов врага. Пусть Твое Слово укрепит мою веру и доверие к Тебе, укрепив мой щит веры. Укрой меня своими перьями и позволь мне найти убежище под Твоими любящими крыльями в безопасности от нападений моих врагов. Молю Тебя, Господи, спаси меня от ловушек, затаивших злые намерения. Дай мне проницательность, чтобы распознать их пагубные замыслы, и сохрани и защити меня от зла, окружающего мою жизнь. Я надеюсь и молюсь, чтобы Вы предоставили мне свой щит безопасности. Отец, пожалуйста, сохрани мое сердце без страха и наполни меня своим миром, миром, превосходящим всякое человеческое понимание. В трудные минуты я нахожу утешение в Твоем постоянном присутствии, ведь Ты моя вездесущая помощь. Под Вашим твердым руководством я не буду бояться опасностей, подстерегающих в мире. Оставайся со мной, куда бы я ни пошел, и обвиняй меня своим божественным присутствием,
заставляя зло убегать с моего пути. Хотя мы живем в мире, полном опасностей и зла, я твердо верю, Господи, что Ты защитишь меня, пока я остаюсь верным и доверяю Тебе. В Исаии 41:10 вы обещали: «Не бойтесь, ибо я с вами, не огорчайтесь, ибо я Бог ваш. Я укреплю вас и помогу вам, и поддержу вас моим праведным правом. Рука. Даруй мне помощь и защиту Твою, Господи, от злых замыслов. Ты верный Бог, способный утвердить меня и удержать от лукавого. Я горячо молюсь, чтобы Ты укрепил меня, сделал меня сильным и храбрым перед лицом опасности, зная, что Ты уже победил и что однажды Ты исправишь всю несправедливость и зло. Помоги мне, Господь, найти покой в Твоей тени, поскольку я пребываю в духовном убежище, которое Ты предоставляешь. Научи меня, что единственное по-настоящему безопасное место – это Иисус, и что мое земное жилище лишь временное. Окружи меня своим божественным светом и окутай своей бесконечной любовью. Я призываю Тебя, как это сделал псалмопевец в Псалме 17:8-10, хранить меня, как зеницу ак Твоего, и скрыть меня в тени защитных крыльев Твоих. Защити меня от злых сил, стремящихся причинить мне вред, от моих смертных противников, которые окружают меня своими черствыми сердцами и высокомерными словами. Избавь меня от зла, всемогущий Господь, избавь меня от опасных нападений и благополучно проведи меня в Твое небесное царство. Следи за каждым моим шагом сейчас и всегда, как сказано в Псалме 3:5, где написано, что Ты, Господи, щит вокруг меня. Тот, кто высоко поднимет мою голову, когда я взываю к Тебе, Ты отвечаешь со своей святой горы. Я могу лечь и спать спокойно, потому что Ты поддерживаешь меня. Я глубоко благодарен, Господь, за то, что Ты стал моим щитом и защитником. Злой не имеет надо мной власти, потому что Ты спрятал меня в своих объятиях. Благодарю Тебя, Господь, за Твою непоколебимую защиту моей жизни. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Дорогой Бог, я знаю, что Ты знаешь о многих вещах, которые сейчас занимают мои мысли. Моя семья, мое здоровье, мои счета, мои отношения. Иногда мне кажется, что тяжесть мира лежит на моих плечах. Но я нахожу утешение в том, что я никогда не бываю один. Я отдаю Тебе все свое время, зная, что Ты пошлешь помощь, исцеление и ресурсы. Ты даешь и открываешь мне пути. Я верю в Тебя и не буду волноваться, потому что верю, что Ты меня не подведешь. Если ты веришь в Бога, дорогой Боже, пожалуйста, наставь и научи меня, пока я стремлюсь жить жизнью, прославляющей Тебя. Направляйте меня в моем призвании и с любовью исправляйте мои ошибки. Спасибо, что Ты всегда был рядом со мной и защищал меня и мою семью от зла. Ваша доброта является постоянным источником благодарности в моей жизни. Я знаю, что Бог работает над чем-то и что Он здесь с нами. Даже если на наши молитвы не будет получен ответ так и в то время, как мы хотим, я верю, что Бог благ и у Него есть план. Бог говорит нам, что мы читаем это не случайно. Он открывает двери, которые никто не может закрыть, и Он не забыл нас.
Он услышал каждую молитву, увидел каждую боль и вытер каждую слезу. Мы будем по-прежнему сосредоточены на Нем и будем готовы к Его благословениям. Отдача будет больше, чем любая неудача. Мы верим в Филиппийцам 4 часа 19 минут. Бог мой восполнит все нужды ваши по богатству своему в славе через Христа Иисуса. Аминь. Боже, успокой мое сердце и разум. Освободи меня от тревог и страхов, которые повторяются в моей голове, когда я ложусь спать. Возьми мою тревогу и разочарование, помоги мне передать их в свои руки и даруй мне покой и утешение, когда я закрываю глаза. Я утверждаю вашу истину, что мое сердце не должно смущаться, что я не должен бояться, как упомянуто в Иоанна 14 часов 27 минут. Спасибо, что несете бремя этого дня. Молюсь о спокойном сне и отдохновении ума, сердца и души в вас. Я буду спокоен во имя Иисуса. Аминь. Это мощная чудодейственная молитва, которой каждое дитя Божье должно молиться о чудесах каждый день. Господь Иисус, сегодня я смиренно прихожу к Тебе, открывая свое сердце и очищая разум. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты проявил свои чудеса во всех аспектах моей жизни, потому что я верю в Твои чудесные способности. Я подхожу к Вам с непоколебимой верой, полностью осознавая, что Вы можете сделать гораздо больше, чем я могу себе представить. Мое желание ходить верой, а не полагаться исключительно на то, что я вижу. Я умоляю Тебя, Господь, сотворить Твои чудесные чудеса в моей жизни, поскольку я доверяю Твоим обещаниям. Ты – Бог, который видит и понимает все наши нужды, и я приглашаю Тебя работать в любой ситуации и в любой задаче, с которой я сталкиваюсь. Небесный Отец, если в моем сердце есть грехи или плохие намерения, которые могут помешать мне испытать Твои чудеса, я прошу Твоего прощения. Сердце чистое сотвори во мне и дух правый обнови во мне. Я осознаю, что каждый раз, когда Ты совершаешь чудо в моей жизни, Ты демонстрируешь свою постоянную любовь. Я молюсь о божественном прорыве, который поможет преодолеть любые духовные препятствия, которые могут блокировать эти чудеса. Благодарю Тебя за Твое ежедневное вмешательство в мою жизнь, Господь. Я возношу эту молитву с благодарностью и верой, полностью уповая на Твою божественную силу. Аминь. Небесный Отец, Ты мой источник силы, и вся власть принадлежит Тебе. Молюсь о добром здоровье и богатом процветании. Даруй моему телу силу и выносливость, а также твердую устойчивость к болезням. Я верю, что Ты обновишь мои силы и позволишь мне парить, как орлы. Благослови меня сильной и надежной иммунной системой для защиты от бактериальных и вирусных инфекций. Я прошу процветания во всех аспектах моей жизни, чтобы у меня было еще много лет, полных благословений. Даруй мне ясность ума, силу моих мышц и превосходную ловкость, ведь чем я здоровее, тем эффективнее смогу исполнить Твое предназначение. Я благодарю Тебя, Господь, за здоровье и жизненную силу, которые Твои слова приносят всему моему существу, когда я храню их в своем сердце. Будь моей силой, Отец, и позволь своим ангелам расположиться вокруг меня, защищая меня от травм,
падений и несчастных случаев. Благослови меня острым чувством равновесия и пониманием своего окружения, чтобы я мог хорошо функционировать и всегда оставаться здоровым. Во имя Иисуса я молюсь о ваших дальнейших благословениях и защите. Аминь. Дорогой Божией, да свершится во мне воля Твоя. Я хочу продвинуть Твое королевство, но единственный способ сделать это – сначала позволить Тебе править мной. Прибудь во мне и научи меня наслаждаться пребыванием в Твоем присутствии в тишине. Измени во мне и покажи мне, как я могу прославить Тебя. Вот я, Господь. Приходите и делайте то, что можете сделать только Вы. Дорогой Небесный Отец, я молюсь, чтобы сегодня меня направлял Твой Дух. Прости меня, если я согрешил против Тебя или причинил вред другим. Пожалуйста, позаботьтесь и защитите всех моих близких, помогая им с каждым днем становиться ближе к Вам. Даруй мне мудрость принимать правильные решения, прославляющие Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Молитва Господня. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Не введи нас в искушение и избавь нас от зла, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Бог говорит вам: сегодня у меня есть невероятный план для вашей жизни, планы, которые помогут вам процветать, исцелять вас и вытаскивать из стрессовых ситуаций. Вы собираетесь войти во все, чего ждали и о чем молились. Каждый раз ты думаешь обо мне, знай, что я постоянно ценю тебя в каждой своей мысли. Ваша ценность для меня неисчислима. Поверь мне. Аминь. Дорогой Бог, спасибо, что дал мне постоянный доступ к Твоему Святому Духу. Даже когда я не знаю, о чем молиться, Твой Дух молится за меня. Пожалуйста, научи меня применять Твою волю в повседневной жизни. Позаботься о моей семье и избавь нас от всякого зла. Хотя я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твое присутствие меня утешает. Воистину, доброта и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем во веки веков. Аминь. Господь, когда мы начинаем эту новую неделю, я стремлюсь к открытому разуму и сердцу, восприимчивому к урокам и благословениям. Проведите быструю работу в моей жизни, где изменения будут быстрыми и дадут мне силы на успех. Даруй мне мудрость использовать каждую возможность, которая открывается передо мной. Во имя Иисуса. Аминь. Если вам нужно исцеление от Иисуса сегодня, тогда помолитесь этой мощной исцеляющей молитвой сейчас, чтобы удалить все болезни. Дорогой Господь Иисус, я прихожу к Тебе со смиренным и сокрушенным сердцем, ища Твоего божественного исцеляющего прикосновения. Вы великий врач, обладающий силой исцелить все болезни. Я верю в Твою целебную силу и доверяю Тебе. Я прошу Тебя, Господь, протянуть свою исцеляющую руку и коснуться меня сейчас.
поглоти все болезни и слабости моего тела, разума и души. Пронеси свою восстанавливающую и омолаживающую силу в каждую клетку и ткань моего существа. Я раскаиваюсь в любом грехе или поступке, который способствовал моей болезни, и прошу вашего прощения и очищения. Господь, я также молюсь о Твоем руководстве в принятии правильных решений относительно моего здоровья и благополучия. Даруй мне мудрость заботиться о своем теле, как о Твоем храме. Я благодарю Тебя, Господь, за Твое обещание исцеления и за уверенность в том, что через Твои раны мы исцеляемся. Я получаю Ваше исцеление и заявляю, что я восстановлен и выздоровел по Вашей благодати. Во имя Иисуса я молюсь о полном исцелении и восстановлении. Аминь. Господь говорит: «Я наставлю тебя на лучший путь для жизни твоей. Я буду советовать тебе и охранять тебя». Псалом 32, 8. Вера в Бога. Иисус спасает. Бог говорит: «Я собираюсь возместить вам годы, которые украл враг». Вы провели годы в одиночестве, годы, когда с вами плохо обращались. У вас будет много радости, мира, ресурсов и возможностей. Напишите «да» для подтверждения. Когда ты пройдешь через глубокие воды, я буду с тобой. Ваши проблемы не одолеют вас. Пройдя сквозь огонь, вы не обожжетесь. Предстоящие трудные испытания не причинят вам вреда. Исайя 43, 2-3. Бог говорит вам: вы читаете это не по ошибке. Я защищаю вас. Я изменил ваши планы, чтобы спасти вашу жизнь. Я заставил людей уйти, потому что вы заслуживаете лучшего. Ты мой сын. Поверь мне. Напишите «Аминь» и поделитесь этим словом. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы из Твоих славных неограниченных ресурсов Ты укрепил меня внутренне через Твой Дух. Пусть Христос поселится в моем сердце, поскольку я доверяю Ему. Пусть мои корни растут в Твоей любви и укрепляют меня. Ефесянам 3, 16-17. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Отец, мы понимаем, что каждый день – это путешествие, полное решений, проблем и возможностей. Среди сложностей жизни мы ищем Вашего непоколебимого руководства. Будь нашим компасом, Господь, направляя наши шаги по пути праведности и цели. Освещайте путь Своей божественной мудростью, чтобы мы могли принимать решения, которые прославляют Вас и приносят пользу окружающим. Пусть Твоя направляющая рука будет очевидна во всех аспектах нашей жизни, ведя нас к осуществлению Твоего плана для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, сегодня я предстаю перед Тобой от имени больных и утомленных. Я доверяю Вашим сильным рукам, которые принесут исцеление и восстановление нуждающимся. Как написано в Псалме 62, 1, 2, «В одном Боге душа моя покоится, от Него спасение мое». Один Он, моя скала и мое спасение, Он, мое прибежище, я никогда не поскользнусь. Я молюсь, чтобы Ваше божественное прикосновение исцелило и восстановило всех страдающих. Во имя Иисуса. Аминь.
Ты наша скала, Спаситель, защита и сила. Я приношу вам чувство усталости и усталости тех, кто страдает, и прошу вас поднять их и спасти от планов и заговоров врага. Силой имени Твоего я разрушаю и ломаю любую твердыню, мешающую нам испытать полную свободу и победу в Тебе, Господи. Исцелите их сердце и разрушьте твердыни горечи, гнева, страха и стыда. Он кладет все свои боли и тревоги к вашим ногам в обмен на ваш покой. Освежите их сердце и души и приведите их к себе, когда они почувствуют себя больными и усталыми. Помогите им понять, что они не сталкиваются с испытаниями в одиночку, потому что Ты с ними, Господь. Сделайте бремя боли терпимым не своей силой, а своей. Ты – Бог, который знает каждое разочарование, агонию и разбитость внутри нас. Поднимите им настроение, когда они упадут, дайте отдых их сердцам и защитите их под Своей опекой. Мы благословляем Ваше имя за Вашу целебную силу. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Небесный Отец, Ты мой главный целитель, и сегодня я прихожу к Тебе, чтобы испить из Твоего исцеляющего источника и восхвалять Тебя. Мне вспоминается 103-й Псалом, в котором велит нам не забывать ни одной Твоей пользы, ибо Ты прощаешь наши грехи, исцелишь наши болезни и искупаешь наши желания добрыми делами. Пусть Ваш источник исцеления проникнет глубоко в мое сердце и душу, смывая все нечистоты, вызывающие болезни в моем теле. Высвободи на мне свою исцеляющую силу, а Господь, и услышь мой крик. Сострадайте мне за заслуги и страдания Иисуса, которому я стремлюсь подражать в Его совершенном смирении. Вы источник исцеления, надежды и мира. Призри на меня с жалостью и милосердием, освежая тело мое, душу и дух. Как сказано в 1 Фессалоникийцам 5 часов 23 минуты, Бог мира да осветит меня во всей полноте, сохранив дух мой, душу и тело здоровыми и непорочными. Ты, Отец, поддержал меня в минуты отчаяния и поддержал в минуты слабости. Ты исцелил меня, когда болезнь взяла под свой контроль. Я молюсь за Ваше дальнейшее благословение хорошего здоровья и сил и обещаю благодарить Вас во всех ситуациях. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог не подведет вас. В Псалме 119, 71 Библия напоминает нам, что встреча со скорбью – это благословение, поскольку именно через эти испытания мы можем по-настоящему узнать и принять Божьи постановления. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему невзгоды могут стать источником добра в вашей жизни? Как боль и трудности могут привести к чему-то позитивному? Теперь переключите свое внимание на Деяния 14, 21, 22, где Библия рассказывает нам об учениках, которые, проповедуя Евангелие и приобретя множество последователей, вернулись, чтобы укрепить души учеников. Они призвали их сохранять стойкость в своей вере, напомнив им, что только через многие испытания мы входим в Царство Божие. Возможно, страдания, хотя они неудобны и неприятны, необходимы для нашего духовного роста. Без той борьбы, с которой мы сталкиваемся,
как бы мы могли прийти к пониманию того, что Господь может превратить нас из сокрушенных людей в победу и исцеление? Откуда нам знать, что Господь – наш Целитель и что ранами Его мы исцеляемся? Жизненные испытания, неудачи и битвы – это суровое испытание, в котором мы можем испытать Божью доброту и верность. Если мы останемся стойкими в Господе, продолжим верить в могущественное имя Иисуса Христа и твердо придерживаться обетований Бога, мы обнаружим Его верность, милосердие, доброту и любовь. Иакова 1, 2-4 призывает нас считать великой радостью, когда мы сталкиваемся с различными испытаниями, поскольку эти испытания проверяют нашу веру и развивают терпение. Пусть терпение совершит свое совершенное дело, чтобы мы могли быть совершенными и совершенными, ни в чем не нуждаясь. Мы должны осознать, что Господь может использовать несчастье в нашей жизни для исполнения Своей божественной воли. Невзгоды могут привести к духовной зрелости, укрепить нашу веру и углубить нашу молитвенную жизнь. Они подталкивают нас к соединению с Богом, признавая, что мы не можем справиться с этими битвами своими силами. Когда Господь позволяет нам пережить трудные времена и столкнуться с препятствиями, Он очищает, формирует нас согласно Своему божественному плану. Он знает, что эти ситуации укрепят наш характер и веру. Они улучшат нашу молитвенную жизнь и углубит наши отношения с Ним. Я понимаю, что может быть трудно сохранять позитивный настрой посреди сильной боли, но помните историю Джозефа. Несмотря на предательство, рабство, ложные обвинения, тюрьму и неудачи, Бог укреплял их веру, упорство и силу. Наконец, Бог возвысил его до положения, которое он не мог себе представить. Во времена скорби нам необходимо иметь образ мышления, описанный в Бытие 50:20, где Иосиф сказал: «Вы замышляли против меня зло, но Бог задумал это во благо». Что, если мы изменим свое внимание и начнем верить, что Бог может использовать наши страдания во благо? Бог не подведет вас. В Псалме 33:19 Библия напоминает нам, что у праведника может быть много трудностей, но от всех их избавит Господь. Так что доверьтесь Ему, ибо Он ваш верный Спаситель, ваш любимый защитник и источник вашей силы. Теперь давайте объединимся в молитве. Небесный Отец, Твое Слово в Псалме 34:19 напоминает нам, что у праведника может быть много трудностей, но Ты избавляешь нас от всех них. Мы славим Тебя, Царь Иисус, потому что верим, что, несмотря на наши трудности, Ты наш верный Бог, наш надежный Спаситель, наш любящий защитник и источник нашей силы. Для тех, кто в силу своих обстоятельств находится на грани того, чтобы сдаться, мы просим Вас проявить себя как отца-сирот, защитника вдов, князя мира, силы в беде и доброго пастыря. Да, праведники могут столкнуться со многими трудностями, но мы верим, что Вы будете нашим непоколебимым источником силы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты используешь наши страдания, чтобы развивать и формировать нас. Эти испытания выводят на новый уровень веры в нас и углубляют нашу связь с Вами. Даже посреди боли мы понимаем, что Ты формируешь нас по Своему божественному плану. Ваше Слово говорит нам, что Ваша милость обновляется каждое утро,
и что ваша любовь и нежность никогда не подведут нас. Мы верим, что вы направите наши шаги и сделаете нас верными слугами в вашем королевстве. Посреди боли и невзгод помогите нам помнить, что вы всегда все контролируете и находитесь на троне. Мы благодарим вас за то, что вы услышали эту молитву, и благословляем ваше святое имя. Во имя Иисуса мы молимся и доверяем вам. Аминь. Бог говорит: «Я дам тебе человека, который будет лучшим для твоего будущего. Когда ты оставишь все в моих руках, ты увидишь мои руки во всем. Не волнуйся, подожди меня. Ты встретишь нужного человека в нужное время». В послании к Колоссянам 1 час 16 минут говорится: «Ибо все им создано». Перестаньте беспокоиться, Бог больше, чем ваши проблемы. Переключите свое внимание на Бога. Боже, Ты когда-нибудь задумывался о необъятности Вселенной, бескрайних океанах, бескрайнем небе и высоких холмах? А теперь представьте свои проблемы рядом с этими великолепными творениями. Возлюбленные, ваши проблемы – всего лишь короткие ноты в огромной симфонии существования. Подобно орлу, парящему в небе, величие Божие превосходит все ваши заботы. Нет ничего большего, чем Он, через что вы проходите. Возможно, какое-то время вы боролись, и временами казалось, что конец близок, но вы здесь во славу Божью. Бог, сохранивший твою жизнь, жив и сегодня. Это напоминание вам о том, что Бог всегда все контролирует, даже когда кажется, что вещи больше вас. Думать, что они больше Бога – это дорогостоящее предположение. В этом видео вам будет предложено переключить внимание со своих проблем на Бога. Даже когда вы чувствуете себя подавленным, вы получите более четкое представление о том, насколько это мощно. Я тоже буду молиться вместе с вами, поэтому обязательно посмотрите до конца. Прежде чем продолжить, обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы получать больше вдохновляющих видео. Проблемы – это ситуации, которые мы считаем нежелательными или вредными. Их необходимо решать немедленно, поскольку со временем они могут ухудшиться. Однако, независимо от того, насколько вы умны, проблемы – это одна из общих черт всех людей. Не бывает людей без проблем. Они могут представить себя по-другому, но они придут. Иногда они могут быть опасны для жизни. Как и многие другие, вы, возможно, думали, что, став чадом Божьим, положит конец вашим страданиям, только чтобы обнаружить, что вы все еще испытываете хаос в своей жизни даже после того, как поверили в Бога. Если это звучит знакомо, не расстраивайтесь. Об этом мы поговорим в этом видео. Возлюбленные во Христе, поймите, что Бог никогда не обещал устранить наши проблемы. В Библии нет стиха, где бы Он говорил: «Если вы придете ко мне, у вас больше никогда не будет проблем». Поэтому мы должны быть осторожны, держаться того, что говорит Бог, и отпустить то, чего Он никогда не говорил. Если вы будете удерживать то, что Бог не обещал, вы будете уставать и разочаровываться, думая, что Он не сдержал обещаний, которые, как вы предполагали, Он дал. Истина в том, что Бог обязан лишь сдержать свое слово.
Иисус говорит в книге Иоанна 16 часов 33 минуты: «Я сказал вам это, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эти слова ясны, потому что Иисус не собирался обманывать вас, заставляя поверить в то, что жизнь на этой стороне всегда будет радужной и комфортной. Он хочет, чтобы вы знали, что несчастья неизбежны, но Его сильные руки покорят и преодолеют их. Когда вы попали в беду, вполне естественно бежать за решениями или пытаться разобраться во всем самостоятельно. Но вот Иисус, представляющий себя гарантированным решением ваших проблем. Он хочет, чтобы вы видели в Нем Избавителя и Спасителя, когда испытания нависают, как горы, и бушуют жизненные бури. Вы знаете, что Бог – это постоянный маяк, который ведет вас, Он сильнее этих бурь. Он держит Вселенную в своих руках, а ваши проблемы – простые фрагменты Его бесконечного творения. Имейте веру, потому что это ключ к победе. Переключите свое внимание со своих проблем на Него. Когда жизненные испытания сбивают вас с ног, Он обещает быть вашим щитом, помощью и вечным покоем. Будьте уверены, что Бог больше любой проблемы, которая встречается на вашем пути. Только через веру можно найти утешение среди потрясений, силу во времена слабости и надежду, когда преобладает отчаяние. Ваша вера – это факел, освещающий густую тьму, которую Он, возможно, планировал набросить на вас. Не поддавайтесь планам врага. Не поддавайтесь отчаянию, страху и безнадежности. На самом деле, время невзгод – это не время впадать в депрессию, это время довериться Богу. Как сказано во 2 Коринфянам 4, 7-9, мы держим это сокровище в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не от нас. Мы во всем обеспокоены, но не огорчены, в беде, но не в отчаянии, преследовали, но не бросали, сбит, но не уничтожен. Это также должно быть вашим исповеданием. Это тот дух и образ мышления, который Бог хочет, чтобы вы имели во времена невзгод. Вместо того, чтобы выражать негативные слова, прогоните свои недуги словами веры. Заявите, что бы он ни делал, он вас не раздавит. Такие заявления побуждают руку Божью действовать мощно от вашего имени. Вы предпочитаете сосредоточиться на своей борьбе, а не приглашать Бога. Бог любит вас так сильно, что хочет быть частью каждого аспекта вашей жизни. Он не хочет, чтобы вы жили в одиночестве, потому что знает, что там все может стать опасным. Однако Он не будет вам навязываться. Вам может показаться, что то, через что вы проходите, намного больше, чем вы сами, и я не могу с этим согласиться. Ваши финансовые проблемы могут оказаться в таком состоянии, что единственным решением будет божественное вмешательство. Возможно, в вашей семье сейчас период, когда только Бог может принести позитивные перемены. И это нормально, а что нет, так это пытаться сражаться в одиночку, потому что тебя волнует ситуация, с которой ты знаешь, что не справишься. Зачем ты себя мучаешь, когда у тебя есть кто-то, кто является мастером этой игры? Все, что вам нужно сделать, это верить всему, что священные писания говорят вам об этом Боге, верить свидетельствам других верующих о Нем, потому что Он есть все это и даже больше.
В Священном Писании говорится: «Бог сделал небо своим престолом, а землю своей подножкой для ног». Знаете ли вы, что это значит? Это значит, что мир в своей необъятности – ничто по сравнению с вашим Богом. Вы словно песчинка на одном из многочисленных пляжей Земли. А теперь представьте, насколько незначительны ваши проблемы. Верите вы в это или нет, но ваши проблемы гораздо меньше, чем вы можете себе представить. Представьте, насколько несущественны ваши трудности по сравнению с всемогущим Богом. Не обманывайтесь, думая, что Бог слаб или бессилен только потому, что вы таковы. Он силен, когда вы слабы, и могуществен, когда вы бессильны. Он может больше, чем вы можете себе представить, его способности безграничны. Давайте помолимся сейчас. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Мы благословляем Вас за то, что Вы являетесь Богом, которым Вы являетесь. Мы не сделали ничего, чтобы быть одними из тех, кому Ты дал обещание, сказав: «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Мы особенно удивляемся тому, что Ты верен, даже когда мы неверны. За это и многое другое мы превозносим Тебя. Мы подняли глаза на горы, на холмы и вокруг нас. И теперь мы знаем, что наша помощь не исходит ни от чего из этого. Наша помощь исходит только от Тебя, Создателя неба и земли. Отец, есть что-то, что Ты не можешь сделать, есть что-то, что для Тебя слишком сложно. Мы искали снова и снова и не нашли ничего более великого, чем Ты, Царь Иисус. Ваши любимые дети окружены проблемами, и нам ни к кому обратиться, кроме Вас. Мы смиренно просим Вас проявить себя как всемогущий Бог в нашей жизни во имя Иисуса. В это трудное время мы приходим к Вам за утешением, силой и руководством. Вы – наши Альфа и Омега, Вы знаете наше начало и наш конец, наша борьба и глубина нашей боли не скрыты от Вас. Мы приходим к Вам, изливая свои страхи и переживания, зная, что Вы принесете нам утешение и покой в это трудное время. Даруй нам смелость противостоять нашим трудностям. Помоги нам устоять, да найдем мы прибежище в Твоих объятиях, веря, что Твоя любовь превосходит всякое понимание и что Твоей благодати достаточно для нас. Господь, мы возлагаем наше бремя к Твоим ногам, потому что верим в Твое обещание, что Ты никогда не дашь нам больше, чем мы можем вынести. Укрепи наше сердце, Боже, и наполни нас Твоим миром. Даруй нам волю и мудрость распознать Твою волю среди хаоса жизни. Мы молимся о ясности ума, мудрости для принятия правильных решений и терпения, чтобы выстоять. Помогите нам преодолеть невзгоды, становясь сильнее и крепче в вере во имя Иисуса. Пусть мы никогда не упустим из виду Твою вечную любовь и наполним наше сердце благодарностью. Сейчас и всегда мы возносим эту молитву с верой, веря, что Вы слышите нас и находитесь с нами каждое мгновение, во имя могучего Иисуса, о котором мы молились. Аминь. Пожалуйста, не пропустите это. Он заслуживает исцеления. Давайте начнем нашу молитву с этой мощной молитвы об исцелении во имя Иисуса. Благослови Господа, душа моя, и не забудь ни одной благодати Его.
Он тот, кто прощает все твои беззакония, тот, кто исцеляет все твои недуги, тот, кто спасает твою жизнь из ямы, тот, кто увенчивает тебя милостями и милостями, тот, кто насыщает твои уста добром, чтобы ты может омолодиться, как орел. Псалом 103, 2-5. Небесный Отец, мы смиренно благодарим Тебя за Твое постоянное присутствие в нашей жизни. Мы понимаем, что не заслуживаем благодати и любви, которую Вы нам даете, но Вы предлагаете их свободно. Мы благодарны за крестную жертву и очищающую силу драгоценной крови Христа, исцеляющей нас от наших немощей. Мы подтверждаем, что мы отмечены Иисусом Христом, и верим в Твою силу, даже когда мы самые слабые. Твоя жертва устранила все наши болезни, и мы верим, что Ты даруешь нам здоровое тело, прославляющее Твое имя. Как напоминает нам Исайя 53:5, «Но Он был изранен за преступления наши, Он изранен за грехи наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Мы также цепляемся за обещание Малахии 4:2, «А вам, боящимся имени Моего, взойдет солнце правды и на крыльях своих принесет спасение». Мы верим, что Ты наш Целитель и бальзам Галаада. Мы призываем драгоценную кровь Иисуса к любой инфекции и ране, нанесенной врагом. Как мы находим утешение в Псалме 34:19, который уверяет нас, что скорбей у праведника много, но от всех их избавит его Господь. Умоляем Тебя, исполни свое слово в нашей жизни, спасая наше тело из лап лукавого. Созерцая Твою неизменную природу, мы осознаем, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же чудотворный Бог. Мы умоляем Вас сотворить в нас чудо, исцелить нас и освободить от болезней, страха и беспокойства. Наполни нас Святым Духом, дав нам видение здорового и исцеленного «Я», чтобы мы могли ходить в божественном здоровье, силе и цели. Мы вверяем наши усилия в Твои руки, Господь, и просим Тебя приумножить их для Твоей славы. Наши души с нетерпением ждут Вашего божественного вмешательства, зная, что мы свободны во имя Иисуса. Мы уповаем на Тебя, надежду сокрушенных, и просим силы, плодородия и сверхъестественного исцеления. Вся честь, слава и хвала принадлежат Тебе, источнику всякого исцеления. Небесный Отец, мы призываем Тебя особым образом, признавая, что Твоей силой мы были созданы и что каждый аспект нашего существования находится под Твоей божественной властью. Мы ищем Вашей целительной силы в нашей жизни, умоляя Вас прикоснуться к нам и восстановить нас такими, какими Вы нас создали. Наполни нас целительной силой Своего Духа, устраняя любые болезни и восстанавливая полное здоровье. Очистите наше тело от воспалений и инфекций, и позвольте теплу Вашей исцеляющей любви обновить наше здоровье, чтобы мы могли функционировать так, как Вы задумали. Мы просим о полном исцелении разума, тела и духа, чтобы мы могли служить Вам, полностью ощущать Ваше присутствие. Наши несчастья стали бременем, наполняя нас страхом и неуверенностью. Мы отвергаем эти страхи, возрождаем нашу веру и ищем в Вас силы и надежду. Твой Святой Дух, наш помощник, укрепляет нас в наших слабостях. Пусть драгоценная кровь Иисуса очистит нас изнутри.
Вы единственный источник здоровья и исцеления, и в вашем присутствии мы обретаем покой. Даруй нам осознание Твоего постоянного присутствия и наполни уверенностью в Твоей непоколебимой любви и силе. Научи нас доверять Твоей мудрости, когда мы отдаемся Твоей заботе. Мы с верой заявляем, что молитва веры исцелит больных. Мы находим убежище в Псалме 90, который обещает: «Живущий под покровом Всевышнего будет обитать под сенью Вседержителя». Мы молимся о божественной безопасности, где наши души могут жить без страха. А там, где Элем не имеет доступа к нашим телам, мы благодарим Тебя за Твою исцеляющую благодать. Кровью Христа и обещанием восстановления мы подтверждаем, что мы целы и свободны во имя могущественного Иисуса. Аминь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою огромную любовь. Мы понимаем, что Вы ненавидите страдания, которые переносят ваши дети и близкие из-за этой болезни. Во имя Иисуса мы умоляем Вас исцелить нас, проявить сострадание и принести исцеление всем страждущим. Помоги нам поверить в Твою исцеляющую благодать, как Ты обещал в Исходе 23 часа 25 минут, чтобы благословить наш хлеб и воду и удалить болезни из нашей среды. Вы заявили: «Довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Мы верим в Твое обещание восстановить наше здоровье, залечить наши раны и освободить нас от болезней. Иеремия 30:17. Отец, мы молимся о скорейшем выздоровлении, укреплении иммунной системы и устранении любых затянувшихся вирусов. Мы ищем полного исцеления во имя Иисуса. Мы также поддерживаем другие семьи, борющиеся с болезнью. Будь то серьезное или незначительное событие, мы молимся о Вашем утешении, силе и мире. Мы твердо держим свое слово, провозглашая победу и свободу от вражеского влияния. Всемогущий Бог, Ты высший источник здоровья и исцеления, и в Тебе мы находим мир и спокойствие. Даруй нам осознание Твоего присутствия через Святого Духа и даруй нам непоколебимую уверенность в Твоей силе. Во всей боли, усталости, разбитости и тревоге научи нас предаваться Твоей постоянной заботе. Пусть Ваша любовь и сила окружают нас, и пусть мы доверяем Вашей мудрости и протянутой руке, чтобы даровать нам хорошее здоровье, силу и мир среди жизненных бурь. Небесный Отец, Твое Слово заверяет нас, что молитва веры исцелит больных. Мы с верой провозглашаем обещание Псалма 90, где мы обитаем в тайном месте Всевышнего, под сенью Всемогущего. Мы молимся о божественной безопасности и свободе от страха, веря, что Ты сотворишь наше тело и души под Своей защитой. Мы благодарим Вас за Вашу исцеляющую благодать, кровь Христа и обещание восстановления. Мы подтверждаем, что мы полноценны и свободны во имя Иисуса. Аминь. Мои возлюбленные, я хочу, чтобы в минуты нужды вы почувствовали тепло моего присутствия, как утешительные объятия. Я слышу ваши стенания, ваши надежды и ваши страхи. Вы не одиноки, я здесь с вами, предлагая вам свою любовь и помощь в трудные моменты. Ты знаешь, что я здесь, чтобы вытащить тебя из тьмы. Все, о чем я прошу вас, это открыть мне свое сердце, впустить меня.
Когда вы это сделаете, вы увидите, как в вашей жизни разворачиваются чудеса. Я не хочу просто мимолетного визита к тебе, я хочу быть в центре твоего сердца. Возлюбленный, всей твоей силой, душой и разумом я хочу быть центром твоих мыслей. Посвятите себя мне сегодня на всю жизнь, и вы увидите, как мое присутствие изменит вашу жизнь. То чувство пустоты, которое ты ощущал, это стремление к наполнению, пригласи меня в свое сердце и посмотри, как все изменится. Те, кто причинил вам боль, будут искать прощения, закрытые двери откроются, и те, кто когда-то вас отверг, будут вами дорожить. Я приведу в вашу жизнь новых и настоящих друзей, изгоняя одиночество и грусть. Почувствуйте то, что я говорю вам, в глубине своей души. Мои слова имеют силу изменить ситуацию в вашу пользу, изменить ход проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Не пугайтесь неожиданных препятствий. Не позволяй словам и зубам сбить тебя с толку и не плачь из-за непонимания. Не обращайте внимания на критику и оскорбления со стороны врагов. Я защищу тебя от их атак. Просыпайся каждый день с моими словами на устах. Вы живете под сенью Всемогущего, защищенные руками вашего Небесного Отца. Ты обращаешься ко мне за помощью, потому что знаешь, что моя любовь к тебе нерушима и мои обещания верны. Будьте уверены, я действительно помогу вам встретить жизнь с силой, миром и радостью, зная, что я рядом с вами. Даже в минуты слабости, когда ты думаешь, что потерпел неудачу, помни о моей безграничной благодати и моем безусловном милосердии. Я никогда раньше не подводил тебя и не подведу сейчас, когда ты нуждаешься во мне больше всего. Когда у тебя болит сердце и плачет душа, каждое утро просыпайся с надеждой. Послушайте мой голос еще раз, и вы найдете в себе силы встретить этот день. Верьте в меня, потому что у меня есть для вас мирное и радостное будущее. Держи мою любовь изо всех сил. Ты должен жить, ты должен двигаться вперед, идти вперед, несмотря на препятствия. Следуйте моим обещаниям и не расстраивайтесь, когда возникнут трудности. Когда возникают проблемы, оставайтесь невозмутимыми. В минуты угрозы помни о храбрости, которая есть во мне. Верьте всем своим сердцем, и из усвоенных вами уроков возникнут великие духовные и вечные богатства. Там, где ты есть, я благословлю тебя процветанием, потому что я выбрал тебя. Ищите меня в молитве, смиряйте свое сердце каждый день и наслаждайтесь моим присутствием. Я исполню желания, которые живут внутри тебя. Вы слышали эти слова не просто так. Помните и никогда не забывайте, это ваш момент. Воспользуйтесь этим моментом. Я благословлю тебя и твою семью. Сегодня я здесь, чтобы устранить необъяснимую боль, которая иногда терзает вашу душу. Я хочу искоренить любой источник печали в твоей жизни. Я люблю тебя и держу в своих руках твое письмо об избавлении, посланное прямо с небес. Отдай мне свое отчаяние и беспокойство там, где ты есть. Слушая меня, почувствуйте мое нежное прикосновение к своей голове и позвольте целительной силе моего Святого Духа излиться на вас. Всякая болезнь,
душевная скорбь и мука в душе твоей очищается с головы до ног. Вам не обязательно продолжать страдать. У вас есть прямой доступ к моему трону. Я твой Отец, и я дал тебе жизнь, чтобы ты наслаждался ею с теми, кого любишь. Спасибо, что присоединились к нам в этом мощном и трогательном виде. Мы надеемся, что это вдохновило вас и тронуло ваше сердце. Если вам понравился этот контент, рассмотрите возможность подписаться, поставить лайк и поделиться им с друзьями и семьей. Ваша поддержка очень много значит для нас и помогает нам продолжать распространять позитив и вдохновение. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить обновления с нашего канала. Надеемся увидеть вас в нашем следующем видео. Так что следите за обновлениями, чтобы увидеть больше интересного и значимого контента. А до тех пор пусть вы будете благословлены и пусть ваши дни будут наполнены любовью, радостью и целью. Берегите себя и до скорой встречи!